Ледовый, бильярд или шахматы. Начинающие спортсмены Степан Данилов и Николай Варламов согласны с таким определением кёрлинга. Держать равновесие перед броском камня – первое, чему учатся атлеты. Эти гранитные снаряды – самое главное и дорогое в кёрлинге. Средняя стоимость одного камня – 100 тысяч рублей. Остальной инвентарь – слайдер, обеспечивающий хорошее скольжение обуви, и щетку для разогрева льда можно приобрести за вполне приемлемые цены. Мастер-класс проводили недавно. Мы заинтересовались, и вот нам понравилось. Вместе с техникой спортсмены оттачивают и интеллект. Победа в кёрлинге во многом зависит от мыслительных способностей игроков. Кёрлингисты делят лед с фигуристами. Как признаются сами ребята, это сложно назвать тренировками, скорее небольшая разминка. Пока любители нового для Якутии вида спорта не могут втиснуться в график Ледового дворца. А это кёрлинг на море Лаптевых. Жители Тикси устроили соревнования, немного адаптировав правила игры под особенности арктического климата. Так миска с замерзшей водой заменила камень. Российские спортивные функционеры считают, что в Якутии есть все предпосылки для развития этого олимпийского вида спорта. После аккредитации в Минспорте региональное отделение получило поддержку коллег. Начали уже люди активно интересоваться, звонить, прямо названивать, когда же откроется секция по кёрлингу. Федерация кёрлинга России нас очень сильно поддержали. Они нам подарили комплект камней, 16 штук камней шотландских. Это самые качественные камни, ими играли в Сочи, ими играли в Казани на чемпионате мира. Вопрос о полноценных тренировках по кёрлингу пока остается открытым. Непростая задача – выделение свободных часов в перегруженном Ледовом дворце возложена на Минспорт республики. Айна Винокурова, Василий Соловьев, Дмитрий Макаров, Владимир Ермаков. Вести.